Добрый день. Я бы хотел ответить на вопрос, который вот пришел в адрес нашего института. И вопрос это по достаточно острой теме ну, не сказать, чтобы горячо, но все-таки обсуждаемое. Обсуждаем на разного рода дискуссиях, на форумах, бумажных, так сказать, носителях и так далее. Это речь идет о предполагаемом, о проекте, даже не проекте, а предполагаемом законе о российской нации. Дело в том, что 31 октября 2016 года в городе Астрахани состоялось заседание Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. И вот на этом заседании было предложено как раз вот создать закон о российской нации. Должен сразу сказать, что даже не все члены вот этого президентского совета были согласны с формулировкой именно закона о российской нации. Была создана, сразу должен сказать, специальная комиссия или группа из 16 человек во главе академика Валерий Александрович Стешков, это бывший директор Института этнологии и антропологии Российской академии наук, а ныне он научный руководитель этого института. И вот в одном из интервью он сказал, что вот я воспользуюсь, что название этого документа могло быть такое: «Закон об основных принципах государственной национальной политики Российской Федерации». Но тем не менее, это было сказано уже потом, а тем не менее, когда вот в Астрахани заседание прошло, и вот на одном из сайтов, на Чуваш.орг, такая небольшая дискуссия возникла. Это уже в ноябре, в октябре, значит, 31 октября было заседание, а где-то 10-11 ноября вот, значит, прошел обмен мнениями. И кому, для чего, кто это создает, выгодно ли это народам, которые живут в России. Я процитирую, чтобы речь, достаточно вопрос тонкий, чтобы никого не обидеть. Вот один из участников. Нации, народы создаются, выковываются столетиями, а тут хотят издавать закон, и где все народы разных национальностей станут как бы представителями российской нации. Интересно, однако, кто-нибудь хоть слышал о законах по созданию общеболгарской, общегерманской, общеиндийской или общешвейцарской нации? Хотя в Швейцарии 3 официальных языка, немецкий, французский и итальянский, живут вместе все представители разных народов и без каких-либо надуманных законов. Ну, тут могу отметить, что еще ретро-романский в Швейцарии, 4-й язык, там всего меньше процента народа, так сказать, использует его, но тем не менее он есть. И еще, значит, мнение. Под этот самый закон о российской, считая русской нации, наверное, начнут перекраиваться области национальной республики, чтобы наверняка ликвидировать все нерусское население. Только, думаю, ничего у великороссов не получится, как говорил один киногерой, хлоп на это. Вот два мнения, и хотелось бы немножко подискутировать с авторами. И вот в связи с чем. Мне как раз вот часто приходит на ум, знаете, вот мы иногда, когда спорим, оппонента не умеем, не хотим слушать и слышать. Мы свое мнение, но это оправданно, мы свою точку зрения вот, пытаемся, так сказать, чтобы она господствовала, но не всегда это правильно. И я хочу сказать вот в связи с этой дискуссией вот о чем. Никогда и ни при каких условиях, там вот Валерий Александрович Стешков, один из вот, как бы сказать, это основатель идеи общегражданской российской нации, в современном ее понимании, он никогда не говорил, что народы, другие народы как-то должны нивелироваться, и они должны исчезнуть, это российская нация. Речь идет совершенно о другом. И опять, чтобы, вот процитирую документ, я член научного совета по этничности, межнациональным проблемам при президиуме Российской академии наук. И вот мне буквально недели не прошла еще, как член этого совета пришла бумага. И она так называется: «Используем в концепции закона понятия и термины». То есть глоссарий тех терминов, которые будут использоваться в будущем законе. Для того, чтобы и законодатель, и потом уже в практике правоприменения понимался однозначно вот все эти
термины, которые здесь включены, будут включены. Причем это не окончательный, значит, вариант, это речь идет о дискуссии, обсуждении и так далее. Да еще как воспримет это законодатель, он тоже может внести какие-то изменения. Вот вопросы, термин «Государственная национальная политика Российской Федерации». Опять зачитываю. Совокупность организационно-правовых, финансово-экономических, культурно-просветительских и информационных мер федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления и так далее, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданствования, обеспечение этнокультурного развития народов Российской Федерации, обеспечение этнокультурного развития, то есть всех народов, включая сохранение и развитие языков, культуры и традиций, профилактику и предупреждение конфликтов на этнической и религиозной основе. И, извините, вот еще одна цитата. Российская нация, в скобках, национальный народ Российской Федерации, запятая, россияне. Сообщество народов Российской Федерации, граждан Российской Федерации различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих свою историческую и гражданскую общность, идентичность, политико-правовую связь с российским государством и российской культурой, согражданством. То есть речи не идет совершенно о каком-то давлении на какие-то нации. Я вспоминаю Мао Цзэдуна, пусть расцветает 100 цветов. Речь идет об этом. А вот эти идентичности, мы же, в общем-то, все люди, и мы, каждый из нас много идентичностей. Ну, я как болельщик «Спартака», например, я научный работник, я и гражданин России, я и представитель какого-то этноса, русский человек. Во мне все это уживается и не противоречит друг с другом. А почему, вот, если я гражданин России, россиянин, почему это должно, значит, ну хорошо, я считаю себя русским человеком, почему, значит, если я чуваш, татарин, почему это должно уничижительно воздействовать на мою этническую принадлежность? Причем слово, понятие «россиянин» часто, ну не часто, но иногда, это, значит, сводят, знаете, с именем с Бориса Николаевича Ельцина, когда вот он, в общем-то, в неприглядном состоянии говорил, россияне и так далее. Но зачем об этом вспоминать, когда можно помнить другое? Например, можно вспомнить Александра Сергеевича Пушкина, посвящение Николаю Михайловичу Карамзину, Борисе Годунове, когда он вот говорит следующее. Драгоценный для россиян, памяти Николая Михайловича Карамзина, сей труд и так далее, и так далее. Россиян. И в нескольких произведениях его есть это понятие «россияне». Сам Николай Михайлович Карамзин в записке о древней Новой России очень часто упоминает вот это понятие «россияне», причем он, это понятно, не в современном смысле. Он говорит о россиянах, когда речь идет о том, что россияне восприняли православие из Византии. Он говорит о россиянах, когда речь идет о XIX веке. Ну, в записке ведь он ставит как бы задачи перед Александром, молодым императором первым, вот и все. И это совершенно не придумка нового времени. И должен сослаться, извините за цитирование, но вот Григорий Петрович Федотов, выдающийся философ, который вот, до 25-го года жил в России, потом уехал в Германию, но потом скончался в Соединенных Штатах Америки. Вот, что он писал в 20 веке. Наше национальное сознание должно быть достаточно сложным и гибким, чтобы учитывать многонациональную специфику государства. Для народов великорусской ветви, Великороссия, потому что в той России, дореволюционной России, великороссы – это русские разделились. И потом малороссы и белоруссы. Так вот, в том случае, когда речь идет о малороссах, формула приобретает такой вид: малорусская, русская, российская. Учет единокровного сопутствует в этих формулах расширению национального сознания и его тяготению к заботе об общем для всех нас доме. Задача каждого русского стоит в том, чтобы расширить свое русское сознание без ущерба для его русскости, сознание российское. Это означает воскресить в нем в какой-то мере духовный облик всех народов России. То есть речь идет о множественной идентичности.
И о том, что он и русский, и то, что он великоросс, и то, что он человек российский. И еще одна цитата Федотова же, 100 лет назад. «Россия не Русь, но союз народов, объединившись вокруг Руси. Если русские будут игнорировать их голоса, то останется в одной Великороссии, то есть России существовать не будет». Ну вот цитатами покончу. Вот. Но должен сказать, что проблема идентичности, она в настоящее время достаточно интересная, по крайней мере, с точки зрения научной. Вот мы проводим исследования, где-то с 2009 года мониторинги, и спрашиваем людей вот, по проблемам этнокультурного развития и межэтнических отношений в Чувашской республике. Вот у меня в руках наш отчет научный, изданный в 2012 году. И вот мы задаем вопрос, кем люди себя чувствуют. И здесь никакого давления нет. Проводятся опросы в городах и селах Чувашии. И вот когда мы говорим, кем вы, кто вы в первую очередь, гражданин России, житель Чувашии или человек своей национальности. И оказывается, что люди чаще всего выбирают и русский, и чуваши, что для них важнее всего такая идентичность, как гражданин России. Но не хочу сказать, что все так просто, вот гражданин России, потом, значит, гражданин, там, не гражданин, а житель Чувашии, потом я чуваш или татарин, там, русский по своей национальности. Вот вопрос такой, он немножко дает основание говорить о том, что эти понятия не сложно сочетаются. Как вы относитесь к успехам достижения выходцев из Чувашии в различных сферах? Завоевание олимпийских медалей, премий, победы в конкурсе и так далее. Вот и русские, и чуваши, более всего, и у русских и чувашей более всего набрал вариант, это предмет в равной степени из России и чуваши, более половины, значит, ответили его. Это предметы гордости в первую очередь за Чуваши, значит, среди чувашей 36%, среди русских 20% России. Так что вопрос о законе, о котором речь шла, да, он интересный, конечно, но самое главное, да, в этом законе, я уверен, не будет ничего, чтобы сдерживало этнокультурное развитие всех народов, которые проживают в России. Спасибо.